Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Чем удивит и порадует вас судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свои временные рамки. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я же прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка готова. Тут я вижу у вас цветочек большой, красивый. И кое-что еще очень-очень интересное. Знаете, как будто бы выход найдется. В вашей сложной ситуации, либо в той проблеме, с которой вы столкнулись, намечается выход. Судьба поможет, судьба подтолкнет. И как бы тяжело вам сейчас не приходилось, вы выход точно найдете. А выход найдете самый лучший, самый прекрасный, самый достойный из того, что имеется. Как бы не было вам сейчас страшно, либо неприятно, мои хорошие, вы буквально на пороге этого выхода стоите, либо за следующим поворотом вы выход найдете. Решится, проблема ваша решится. Что бы это ни было, с кем бы это ни было, все решится и очень благополучно решится, благополучно закончится. Видите, вот там, где выход, у вас еще и бантик показан. Бантик, это радость, да, порадуйтесь, сердечко ваше порадуется. С проблемой будет покончено, либо со сложной ситуацией вы точно разберетесь. И разберетесь самым лучшим образом. Дальше, вот этот цветочек. Это какой-то праздник будет. Праздник, радость, удовольствие, веселье. У кого-то прям в дом придет праздничное настроение, праздничная атмосфера. А у кого-то, возможно, и на работе это случится. Может, это в семье случится, среди родственников. Но цветочек очень большой и очень-очень красивый. Чего-чего, а этого цветочка вы точно не ждете. Кстати, там еще и троечка показана. Возможно, праздники продлятся где-то дня 3. А может быть, это будет 3 счастливых события, которые объединятся в единое. Слушайте, замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу, пусть так и будет. Так, еще. Вот здесь, смотрите, какой-то как меч, либо сабля, может быть, да? Вот рукоять, а вот острие, лезвие. И вот какой-то человек уже не может в руках эту саблю держать. Опустил острием вниз. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек не намерен дальше с вами конфликтовать. Либо не намерен дальше вас, обижать, да, задевать вас. Устал, наверное. Либо наконец-таки дошло, что в конфликтах ничего хорошего нет. Что не стоит ругаться, что не стоит обижать других людей. Видите, острие вниз идет. То есть, если кто-то цеплялся, приставал, либо обижал, этот человек перестанет это делать. Может быть, и ангелы нашептали, да, что не надо это делать, это плохо. А может, до человека и самого дошло, что вот чем-то не тем занимаюсь, неправильным. Здесь явно будут потепления в отношениях. И, мои хорошие, скорее всего, вы этого ждали, либо вы за это молились, либо вы на это очень сильно надеялись. К вам кто-то очень сильно подобреет, либо очень кардинально поменяет свое отношение и обращение в вашу сторону. И знаете, вот часто такое бывает, когда родители, дети не могут найти общий язык, когда родители ждут чего-то от детей, а дети, например, свое хотят. Вы можете быть как ребенком, так и родителем. И вот конфликты, которые, например, были в семье, они закончатся. Также между любящими людьми могут быть конфликты, да, вот в семье, в паре. И один из участников такого конфликта прям молится, да, за то, чтобы поскорее это все закончилось. Либо очень сильно верит и надеется, что это все закончится. Небеса, они ведь и видят, и слышат. И я вижу, что человек свой меч, либо саблю, острием опустит вниз. То есть конфликт будет точно исчерпан. Потепление ожидается, и взаимопонимание у вас буквально вот уже на горизонте стоит. И еще, мои хорошие, вас очень сильно удивит какая-то возможность, о которой вы раньше не знали.
возможность, ну, буквально горит и искрится. Горячая возможность. То есть это что-то, что в моменте может очень сильно повлиять и на вас, и на вашу жизнь, и там у кого-то на доходы, на заработки, у кого-то на возможности там роста, подняться, что-то получить, чего-то добиться. Прям горит и искрится. Эту возможность то ли вы не видели, то ли кто-то от вас ее скрывал, прятал, то ли вы в принципе не искали никаких возможностей, да? Может, считали, что а мне ничего не светит, да, я искать ничего не буду. У вас с левой стороны прям зарево идет, да? Загорается эта возможность. Как же вы будете удивлены? Вы скажете, да как так? Вот никогда бы не подумал, никогда бы не представил, да, никто об этом никогда не говорил. То есть люди это прятали, скрывали, либо что, пользовались втихомолочку сами для себя. А тут такой потенциал. Вы от этого зарева, от этого, ну не знаю, костра, скорее всего, очень много тепла получите, прям согреетесь. У вас вера появится, у вас надежда в сердце появится, что вот все можно изменить, всего можно добиться, все можно получить. И я вам так скажу, гореть будет долго. Прям очень долго. Даже если вам потребуется какое-то время на то, чтобы там подумать, да, прицениться, либо рассчитать свои силы, времени предостаточно. Горит прям конкретно для вас, под вас горит. И я так понимаю, что рано или поздно вы воспользуетесь этим и не прогадаете, и не пожалеете. Прям потенциал очень крутой у этого костра, у этих искорок есть. Ну а вы, мои хорошие, да, век живи, век учись. И иногда так бывает, да, что человек не замечает нечто важное, потому что ментально либо физически к этому не готов. А вот когда готов, ширма падает, и вы можете увидеть все то, что было раньше от вас скрыто, либо недоступно. И еще показывают якорь. Якорь у вас как-то странно опускается, слева по косой вправо идет. Стабильность, якорь стабильность, уверенность в себе, стойкое положение человека в жизни. Из какого-то как будто бы хаоса, да, из хаоса, из анархии, разрухи, вот все, знаете, вверх тормашками. Из хаоса, вот даже если сравнить с картами Таро, из башни вы попадаете в аркан мир. Вот как-то так у вас идет, либо так ситуация сложится. Конечно, это будет невероятно удивительно и очень радостно для вас. Да, в моменте у кого-то хаос просто вот как по щелчку пальцев закончится. И вы скажете, ничего себе. Ничего себе, а что случилось? А как это произошло? Но это какой-то поворот судьбы, либо это какая-то даже, может быть, и закономерность, да, после тайфуна либо урагана всегда приходит затишье, да, все успокаивается, там природа умолкает, птички начинают петь, там солнышко встает, там тучки расходятся, да, вот как-то так не идет. Из хаоса в мир у вас идет, да, в гармонию, в успокоение, вот как-то так якорь спускается. Может быть, это проблемы в личной жизни, может быть, проблемы с деньгами, может быть, еще в чем-то проблема. Но вот как-то резко у вас закончится, резко и неожиданно. Дальше, мои милые, вижу какой-то документ, в котором явно прописано ваше имя, и там явно какая-то печать стоит. Ну, либо гербовая, может быть, даже печать. Может быть, печать какого-то предприятия, учреждения, какого-то человека, кто имеет свою печать. Вот имя ваше. И внизу стоит печать. Документ, ну, либо справка, может быть, да, может, что-то такое, идет к вам и идет как-то вот по времени, да, вот к какому-то времени вы этот документ получите. Либо когда придет нужное время, вы этот документ без проблем будете держать в руках, да, вот он как сам может даже прийти. Что за документ, не скажу, но там явно ваше имя и стоит печать. И для вас это важно. Важно, потому что с правой стороны. Либо это пойдет на благо вам, да, потому что сторона правая. Дальше показывают радость, ну просто вот детская радость, тут по-другому и не скажешь. И эту радость вам дарит человек, который вас любит. Возможно, это будет какой-то подарок. Да, человек вам подарит подарок, и вы обрадуетесь, как будто бы вы ребенок. А может быть, и не подарок, да, может быть, за человека так сильно порадуетесь, вот как детская радость мне идет, за своего родного, любимого.
за того, кто вас любит по-настоящему, у кого вы в сердечке вот навсегда находитесь. Вот за этого человека можете порадоваться. И еще, знаете, так показано, что для вас эта радость, она будет очень неожиданной. Буквально вы можете ждать чего-то, может быть, не хорошего, плохого, а случится потрясающее, замечательное, волшебное. Вот как-то так идет. У кого-то еще чудеса показаны. Чудесное событие. Ну, допустим, да, вы с любимым человеком не можете быть вместе. Ну, по разным причинам. Всякое в жизни бывает. А тут человек там пройдет сквозь все испытания, сквозь все там запреты, блоки, и рядом с вами окажется. Конечно, у вас будет такая вот прям огромная детская радость. Да, у кого-то так и идет по сценарию. Еще, мои хорошие, я вижу за вашей спиной двух людей. И эти два человека, не знаю, они решили быть на вашей стороне, либо они решили вам помогать, либо они решили вас защищать. Удивительно, это даже немножко шокирует, потому что эти люди вам ничего не говорят, ничего не обещают и действуют у вас за спиной. От этих людей веет спокойствием, веет возможностями и веет уважением в вашу сторону. Да? Они вас уважают. И они вот договорились, что мы будем помогать, либо мы будем защищать, либо мы будем участвовать, мы будем содействовать. Вот за вашей спиной это происходит. Когда вы это обнаружите, может быть, сразу и не поверите, либо начнете задаваться вопросами, да, с какой-то стати. Но поверьте, люди так решили, люди долго об этом думали, долго к вам присматривались, изучали вас и пришли к такому выводу, что вы достойны, более чем достойны. Вот как-то так мне идет. Так, и еще вас очень удивит и приятно порадует прием, который вам окажут в каком-то казенном доме. Казенные дома — это все, что связано со всякими организациями, учреждениями, госструктурами. Вот вы попадете в такой казенный дом, причем попадете вы туда по какой-то нужде, по какой-то необходимости вашей, и там вас очень тепло встретят, очень тепло примут. Примут так, как будто бы вы, я не знаю, там начальник, да, либо родной там, сын начальника, дочка родная начальника. То есть вы с таким еще не сталкивались. У вас будет состояние эйфории, полета, космоса. Скажете, что наверное, меня с кем-то спутали, да, наверное, меня за кого-то другого приняли. Нет, никто никого не путал. Это либо такой сервис, VIP-сервис, да, либо ну, действительно вам будут настолько рады. Вот прям настолько рады, да. Может, там сотрудники очень замечательные, душевные люди. Может быть, там еще что-то, да, что угодно может быть. Но вас так примут, как королевскую особу. Запомнится навсегда. Вы будете кому-то рассказывать, вам верить не будут. И будут говорить: да нет, ты выдумываешь, такого быть не может. Чтобы где-то в казенном доме, да так встречали, да помогали, да чтоб улыбались. Ну нет, в госструктурах такого не бывает. Либо в каких-то учреждениях такого не бывает. А вы будете говорить: да я готова поклясться, что так и было, но люди все равно верить не будут. Вот прием какой-то особенный, теплый прием. Дальше, мои хорошие, показывают, что вы разменетесь с каким-то очень и очень нехорошим человеком. Разминуться, не встретиться, да, не встретитесь. Либо друг друга не узнаете, либо друг друга не поймете, либо в принципе, да, вот как сквозь друг друга проходите. Человек отвратительный, человек скверный, человек преступный даже у кого-то отыграется. Но этот человек либо не увидит, либо не заметит, либо там чуть раньше, либо чуть позже, чем вы пройдет. То есть разминуться называется, да, разойтись. Для вас это будет очень удивительно. Ну, тут прям мурашки будут и буграшки ходить по вам. Почему-то вот прям как после события испух идет, да. Может быть, человек действительно какой-то не в себе будет, либо с какими-то преступными желаниями, наклонностями. Вот. А вы скажете: господи, да мы же виделись, да, либо мы же вот друг другу навстречу шли. Но этот человек как будто бы вас не заметит, не увидит, ну, либо как закроют, да. Вот бывает такое, ангелы крыльями закрывают.
и с человеком плохого не происходит. Но у вас прям действительно мурашки будут ходить туда-сюда, потому что вот будете представлять, а вдруг бы этот человек вас заметил, а вдруг бы вы там чуть позже шли, либо раньше вышли, а вдруг бы вы там столкнулись, да, что бы могло быть. И еще, мои хорошие, по этому знаку, если у вас есть какие-то ваши личные обереги, либо какие-то личные практики, там вот молитву многие читают, выходя из дома, обращаются к ангелу-хранителю, читают молитву. Вот, пожалуйста, читайте, никогда не забывайте, свои обереги на себе носите. Вот такой опасный момент. Да? Дальше, мои хорошие, показывают ваш рост. Рост небольшой, но для вас это уже большая радость. Возможно, вас немножко повысят на работе, либо повысят вам зарплату, либо в вашем бизнесе там, ну, не знаю, какой-нибудь классный клиент зайдет с таким прям широким пакетом заказов, там, услуг, желания, да, получить эти услуги от вас. И у вас прям чуть-чуть доход вырастет, либо у кого-то еще может, там, не знаю, заказчик, который у вас что-то покупает, обеспечит вас работой, и вы простаивать не будете, и вы переживать перестанете по поводу того, что, о боже, нет новых заказчиков, нет новых покупателей. Небольшой рост, но это не точка, а это как такой узелок, от которого дальше пойдет линия вверх. То есть у вас потихонечку выход из застоя и вход в состояние роста. Вот как-то так мне показано. И если вы не будете бояться, если вы не будете скромничать, от работы отлынивать, хочется сказать, да, то вы можете очень быстро расти и за, например, какой-то короткий временной промежуток прям значительно поправить свое материальное положение, либо добиться существенного карьерного роста. Начнется все с каких-то малых перемен, да, но закончится может чем-то великим. Да, от вас прям на 80% зависит все, но и 20% это то, что вам высшие силы помогают, ну, либо госпожа удача вмешивается. С чего-то небольшого начинается, но может закончиться прям серьезным, великим, глобальным для вас. Ну и, конечно же, многое от вас будет зависеть, особенно вот, чтобы там не скромничать и все-таки работу делать, да, работой заниматься. И, ну, где-то, наверное, себя не жалеть. Кому это актуально? Ребят, все в ваших руках. Вот, все в ваших руках. Дальше, мои хорошие, вот здесь какие-то вы удивительные слова услышите в свой адрес. Причем от человека, который постоянно в вас сомневался, да? Вот постоянно как-то вот сомнения были у этого человека по поводу вас. А теперь вы слышите такие слова, от чего ваши уши просто вот сворачиваются и разворачиваются, пульсировать начинают. То ли так вас красиво похвалит, то ли так там прям порекомендует вас, что вы ахнете, скажете, как такое может быть, да? Этот человек всегда критиковал, всегда цеплялся ко мне, всегда мне рассказывал, что я там плохо что-то делаю, либо там как-то плохо выгляжу, а тут на тебе такие комплименты витиеватые, такая похвала шикарная. Слушайте, ну будет очень приятно. Прям невероятно приятно. А про того, кто вас критиковал, я скажу так. Человек через критику вас стимулировал. Стимулировал становиться смелее, активнее, ярче. Становиться лучшей версией себя. Да? У человека, скорее всего, такой метод. Не человек, ну, как бы свой метод на вас и использовал. То есть изначально человек видел, что вы умничка, что вы молодец. Но, скорее всего, считал, что вы там слишком скромничаете, либо вы не уверены в себе. И поэтому критикой вас просто стимулировал. Я не вижу, что этот человек вам чего-то плохого желал, либо как-то плохо к вам относился. Скорее, да, это, скорее всего, такой подход. Через критику, стимулирование вашего роста, либо раскрытия, да, вас как личности. Ну да, будет вас хвалить, и кому-то про вас прям такое будет рассказывать, от чего у вас уши пульсируют. И вам кажется, что это сон, да, не может быть такого. Может, начальник начнет вас хвалить, да, либо, там, не знаю, свекровь начнет вас расхваливать всем своим подружкам. Вы прям чуть ли не в обморок падаете от переизбытка эмоций и чувств, которые будете испытывать. Дальше показывают ослика.
ослик, который за кем-то идет, за кем-то. Если пойдет за вами, то вы сможете впечатлить очень упрямого человека и даже добиться от этого человека того, что другим и не снилось. Если пойдет за кем-то другим, то вы с удовольствием попрощаетесь с каким-то противным и упрямым человеком, который от вас отстанет. Я не могу сказать, это вы, либо кто-то другой, потому что события у нас с левой стороны. Левая сторона — это у нас самое неожиданное и самое скрытое, да, что может произойти с человеком. Ну вот ослик, да, либо кто-то вам нервы портил своим поведением, отношением, вдруг раз и послушный станет. Либо человек донимал, а потом на кого-то другого переключится, и вы наконец-таки сможете выдохнуть все это, выдохнуть, сказать: слава Богу, что ты от меня отстал, либо ты от меня отстала. Прям, знаете, такая радость у вас на лице. Дальше. Здесь показывают ребенка. Ребенок, который буквально пытается на ноги встать, да, вот как маленькие детки, да, пытаются на ноги встать, чтобы начать ходить, либо бегать. Если у вас есть маленькие детки, ваши личные детки, либо это внуки, это, может, племянники, то ребеночек начнет делать попытки ходить. И это такая милота. Конечно же, все порадуются, конечно, все будут улюлюкать, умиляться, там, подбадривать, да, там, снимать на видео, там, записывать видеоролики. Прям момент счастья, да, ребеночек растет, ходить начинает. И если никакого ребеночка в помине нет, либо уже детки взрослые и так уже бегают, ходят, то, скорее всего, это какое-то ваше новое дело, либо что-то как ваше детище, да, вы к чему-то, какой-то работе, либо к какому-то хобби относитесь как к вашему детищу. И вот, да, начнутся первые шаги, то есть ваше дело не только будет брать от вас ресурс, да, там, время, силы, деньги, вложения, но и начнет вам какую-то отдачу отдавать. Конечно, вас это порадует. А ну-ка, столько труда было вложено, и все это окажется не напрасно. Конечно, вам будет это очень приятно, и вам захочется прям всему миру рассказать: смотрите, моя работа, она приносит мне доход, либо мою работу оценили, там, высокие оценки моя работа получила. Это будет приятно. Дальше. У кого-то на работе будут перемены, как новые лица, скорее всего, новые коллеги. Кстати, да, может быть, у вас там какая-то старая гвардия сидела. Склочные, скучные люди, с которыми, как в этом склепе было, да, атмосфера. Возможно, придут молодые, яркие, веселые, компанейские коллеги. И вы прям почувствуете, что вы в своей колее. И на работу гораздо приятнее будет ходить. Может быть, у вас начальник такой, знаете, дед-пердед. И вообще ни праздников никаких не признавал, ни каких-то веселых вещей, да, не признавал. Все там его боялись, ходили, трусились, в стрессе находились. Например, начальник молодой придет, новый, веселый, там начнет какие-то устраивать корпоративы, какие-то мероприятия, да, сплочать коллектив. Ну, вам точно очень понравится, это прям ваше. Я вижу, что вы с удовольствием будете ходить на работу, и на вот эти перемены прям нарадоваться не можете. Дальше, мои хорошие, с правой стороны человек, который буквально вас подсаживает. Вы на этого человека взбираетесь, чтобы зацепиться за что-то для вас важное. Человек мало того, что поможет вам, так еще и даже в какой-то степени с собой немножко пожертвует. Представьте, вы на кого-то залазите, чтобы потом от человека оттолкнуться и за что-то зацепиться. Но это жертва, да, человек жертвует своим телом, своим временем, своими ресурсами. Вы от этого человека не ждете, и вы не будете этого человека просить, да, вам помогать. Но человек придет сам с открытым таким предложением, что вот надо, да, надо. Я хочу тебе помочь, и тебе нужно этим заниматься. Я вот все, что могу, для тебя сделаю. Конечно, вы не откажетесь, потому что кто откажется от такого? Никто не откажется, и вы не откажетесь. Благодаря этому человеку вы за что-то важное зацепитесь. А если вы уже зацепились, то считайте, что вы уже в лодку впрыгнули, да? Дальше уже точно поплывете.
Ну, кто-то очень добренький, умненький, кто вас хорошо воспринимает и кто готов, да, готов жертвовать ради чужого блага, ну, в данном случае вашего блага, а жертвовать готов собой человек. Это очень тоже и удивительно, и приятно. И таких людей на самом деле очень нужно любить, ценить и уважать. Да, их очень мало, они редкость, их в Красную книгу нужно заносить. Так, дальше. Какое-то нелепое предложение, которое вас, ну, тут не удивит, тут, скорее всего, шокирует. Нелепое предложение в вашу сторону. Вы скажете, что? Нет, никогда, никогда. Даже не говорите мне об этом, да, а то сейчас получите от меня. Кто-то вам сделает такое предложение, от чего у вас прям в глазах потемнеет. Но потемнеет именно от шока. Ну, допустим, да, вы там с каким-то мужчиной познакомились, а он вам говорит, давай пойдем переспим. И вы такая, ничего себе. Либо там вы мужчина, к вам женщина подходит и говорит, мужчина, там, будь мужчиной, купи мне там новый iPhone. А вы ее знать не знаете, да, что за дама такая, и у вас в глазах темнеет. Может быть, человек что-то еще такое, знаете, вот, ну, прям отвратительное скажет, да, либо очень наглое заявит, что у вас в глазах потемнеет. Вы знаете, человек авантюрист. Вот кто вам будет это говорить? Авантюрист, и человеку нечего терять. Человек такой, ну, типа, а что? Что тут такого? Попробую, да? То есть, может быть, человек даже ради шутки это все делает. Вы там сильно из себя не выходите и ну, держите себя в руках. Вот. Не тратьте свои нервные клеточки на такого беспредельщика, ну, беспредельщицу, может быть. Там, не знаю, подойдет к вам женщина и скажет, а мне ваш муж нравится, давайте с ним разводитесь, я буду его новой женой. Ну, понимаете, даже до такого может дойти. Беспредел, да. Держите себя в руках, не тратьте на этого человека нервы, человек авантюрист. Оппортунист, авантюрист, ну, там явно что-то не так с этим человеком. Так, ну и в самом венце показан флаг и показан человек, у которого буквально вот корни идут, да, прорастаете где-то, прорастаете. Ну, корни – это очень устойчивая позиция в жизни. Корни – это поддержка семьи, поддержка рода. И также по корням вас очень сложно будет с места победителя сдвинуть либо согнать, да? Все, вы там прорастете. То есть какая-то победа, какое-то достижение ваше личное, тяжелое, да, легко победы не даются, к сожалению, вас прям утвердит на месте победителя, и никто не сможет вас ни сдвинуть, ни подвинуть. Может быть, это как-то касается вашей работы, либо какой-то сложной проблемы, либо борьба там с недоброжелателями, с врагами, но вот победа будет за вами, и вы, когда победите, прям корни пустите, в устойчивом состоянии окажетесь. Это очень хороший знак. Мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.